Добрый день, в эфире программа «Аспекты мнений». Меня зовут Дмитрий Колпаков. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. А у нас в гостях господин Ахмадинур Рустем Маратович. Здравствуйте. Здравствуйте. Не каждый день вице-спикер крутая, вот самое видишь, живьем. И все-таки у меня первый вопрос о вашей законодательной деятельности. Давайте мы разберем подробно, что у вас было вчера, так называемое заседание Ассоциации законов ПФО. Ну, действительно, вчера приехали к нам, получается, 14 руководителей спикеров законов Приволжского федерального округа. И основной вопрос, конечно, был по цифровизации, о том, как вот наши органы в этом плане готовы. Но учитывая сегодняшнюю повестку дня, конечно, много говорили и рассматривали вопросы, в том числе и о поддержке вот наших граждан, семьи мобилизованных, самих мобилизованных. В частности, была интересная инициатива, которую реализуют в Нижегородской области руководители вообще Ассоциации законодательных органов ПФО Евгений Борисович Люлин рассказал о том, что у них в Нижегородской области реализуется инициатива по выплате среднемесячной заработной платы. Такая рекомендация есть со стороны вот Заксобрания Нижегородской области тем, кто ушел сейчас в рамках мобилизации. Но мы вот в рамках нее сейчас тоже будем рассматривать свою инициативу законодательную о том, чтобы, возможно, освободить выплаты тем, кто у нас мобилизованных, от НДФЛ. Но так как эта инициатива, скажем, касается федерального регулирования, эту инициативу мы, возможно, направим в Госдуму. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем. А на какой период? На время нахождения На ВСО? время нахождения в СВО. Да. А вот там 30 пунктов было помощи, по-моему. Да, это указ распоряжения главы республики. Распоряжением главы. То есть они уже утверждены, получается. Они уже работают, да. Они уже работают, но они касаются в основном мер поддержки семей мобилизованных в части, значит, оплаты там, детского питания, школьного питания, там, вопросов содержания в детских садах. Там 10, допустим, направлений, связанных с образованием, 10 соцзащиты и другие. А во сколько это обойдется бюджету? Вот сейчас начинается верстка на бюджет на следующий год. Во сколько все это станет? Ну вот это сейчас просчитывается Минфином. Мы еще первое чтение не рассматривали, но эти предложения будут учтены в проекте бюджета на 2023 год. Не секрет, что в разных регионах по-разному выплачиваются компенсации военнослужащим, которые находятся в СВО. Башкирия вот среди вот этих 16 регионов как? Ну, мы выглядим, в принципе, достаточно достойно с точки зрения содержания и с точки зрения конкретного подкрепления. Вы упомянули вот эти 30 форм мер соцподдержки. Кроме этого, вы знаете, добровольцам у нас выплачивается единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Правда, они как депонент депонируются на определенный срок, но потом выплачиваются также жителям по 2000 за каждый день, как командировочные, суточные называются. То есть есть как бы меры именно региональной поддержки. Вы знаете, мы дополнительно выплачиваем 2 миллиона семьям погибших, значит, которые касаются и не только добровольцев, а всех участвующих в СВО. То есть это достаточно большой набор, объем мер соцподдержки, которые обеспечивается именно региональным бюджетом. Но общая сумма пока не подбита, еще неизвестно. Вот да? Будем принимать бюджет, эти цифры будут Минфином, думаю, озвучены. Хорошо, режим базовой готовности. Что можете о нем сказать? Как нам в жизни, как мы в жизни его ощутим? Ну, я думаю, что особо не ощутим пока, во всяком случае, вы знаете, 4 режима, такое, значит, ну, скажем, мобилизационных режимов, да, самый сильный, самый чрезвычайный, режим чрезвычайного положения фактически введен в 4 новых субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Режим среднего такого реагирования – это Москва и центральные регионы, в основном Центрального федерального округа. Повышенной готовности режим – это вот 3-й режим, а это в принципе тот режим, который был в период ковида, в том числе и у нас. Введен еще там порядка четверти субъектов. И вот в остальных, включая Башкортостан, введен режим базовый, режим, который вы назвали, базовый режим готовности, он предполагает прежде всего меры
контроля, дополнительного контроля и подготовки наших учреждений повышенной опасности транспорта, заводов, которые связаны в том числе с военно-промышленным комплексом. Это все-таки проводится инвентаризация бомбоубежищ, которых у нас в принципе были давно готовы. То есть он не предполагает ничего чрезвычайного, но перепроверяет, чтобы все было готово. Вот сейчас мы выяснили не только в Башкирии, но и в целом в стране о том, что у нас в военкоматах информация устаревшая о мобилизованных, точнее участниках, тех людей, которые находятся в запасе. Предписных, скажем, да. Вот тех людей, которые находятся в запасе, у нас эта информация была, скажем, такая, не всегда верная, и, соответственно, возникало это очень много проблем. Потому что, может, архаичная система, вплоть до того, что военкомат компьютеров не было, все на бумажках. Вот в том-то и дело, и поэтому сейчас этот режим базовой готовности предполагает эти пробелы устранить. А не означает ли это, что сейчас увеличится из регионального бюджета ассигнование на амуницию, ту же самую, которую закупали из бюджета, на мобилизационные мероприятия, и наоборот, начнут сокращаться социальные статьи? Это опять что к бюджету. Основная волна мобилизации завершена, или фактически завершается. У нас вот 28-го было военкомом озвучена цифра, что окончательно завершается в целом в стране до конца октября, до 1 ноября. И каких-то дополнительных наборов, во всяком случае, до конца года не предполагается, это точно. Соответственно, сейчас дополнительных расходов не предусматривается. В целом в бюджете какие-то расходы, но они в основном будут связаны с поддержкой семей мобилизованных. Я уже отмечал те инициативы, которые предполагают какие-то дополнительные льготы. Я думаю, что эти инициативы, возможно, найдут свое отражение. Говоря об амуниции, все-таки это задача вообще, в принципе, Минобороны, и надо, вот это, наверное, все-таки компетенция Госдумы, предусмотреть возможность, чтобы наши мобилизованные были обеспечены всем необходимым. Сегодня мы об этом сказать не можем. Рустам Маратович, у нас есть один замечательный видеосюжет на эту тему. Давайте мы его посмотрим. Мы, мобилизованные из Республики Башкортостан, с 11 октября с города Саратова прибыли в Запорожскую область. Нас призвали по мобилизации. Мы прибыли в зону боевых действий. Условия у нас здесь очень скудные. Часть нашего состава отправили в поля, где у людей нету ни воды, ни питья, ни еды. Почему они должны все покупать за свой счет? Они в ближайшую деревню ходят сами, закупают свою еду сами, обеспечения нету. Мы находимся в таких же условиях, мы спим в ангарах, люди спят на голых полах, люди все болеют. И сколько это может продолжаться дальше? Прошу вашего содействия, чтобы это все уже закончилось. И чтобы наши люди, либо мы призваны воевать и защищать свою родину, либо мы призваны спать где как получится и болеть как все могут. Посмотрели мы этот сюжет. Есть реплика депутата Государственной Думы Зарифа Багиевского по поводу этой видеозаписи, видеообращения. Он сказал, это фейк, наверное, какой-то. Я общался со многими, ездил туда недавно. У нас и от Республики Башкортостан ездит регулярно. Это он заявил изданию «Подъем». Что вы можете сказать по этому поводу? И можно ли вот так вот сходу как бы называть все фейками? Как там он еще сказал, это враги? Да, то есть как можно к этому отнестись? Враги, наверное, там есть по ту сторону. Наверное... То есть он имел в виду врагов по ту сторону? Да. Я думаю, наверное, он это имел в виду. Если это действительно обращение наших военнослужащих, а в принципе, наверное, так оно и есть, я думаю, что это имеет быть место. Я сам ездил в Саратовскую область и проехал там 5 пунктов размещения наших молодых ребят. И могу сказать, что в 4 там были условия вот нормальные, да, где были кровати, где было нормальное питание, нормальное размещение.
сушилки и все такое. А в пятом месте, в молодежном, где размещались в основном нефтекамцы, агидельцы и краснокамцы, вот там, значит, условия были, ну, наверное, близки к тому, что было сказано. Во-первых, не было воды, то есть ребята там чуть ли не из кранов пили воду, да. То, что из луж, конечно, это, мне кажется, преувеличение, но вода элементарно должна быть. Лежали на полу, и только после нашего обращения к губернатору и военному прокурору гарнизона Саратовского на следующий день привезли 300 кроватей. Сушилки мы в этот же день решили. Представляете, нет сушилок. Люди там дожди, после дождей не могли посушить свое. Это же элементарные вещи, которые нужно было решать. Ну, вы-то говорите о месте размещения, то есть Да, здесь. но я к тому, что это вот было примерно вот то, что говорится, но здесь, насколько я понимаю, ребята там под Запорожской областью около Энергодара, и, наверное, там условия вот сходные с этими, и поэтому вынуждены так обращаться. Это, ну, я считаю, недоработка в том числе военного командования, но я думаю, что все-таки это временно. Ну и надо понимать, что они приехали там не в санаторий, да, они приехали фактически в зону боевых действий. Но они приехали в зону боевых действий без еды, без воды. Вот здесь надо разбираться, опять же, есть для этого военная прокуратура, и среагировать. Я думаю, что здесь должны быть приняты решения, если такое было, значит, то есть питание и вода – это те вещи, которые должны быть обеспечены в любом случае. И если люди об этом заявляют, на это надо реагировать и это исправлять. А «Единая Россия» проверит это видеообращение? Что? «Единая Россия» проверит это видеообращение? Ну, я не могу сказать за «Единую Россию», потому что у нас все-таки «Единая Россия» исполком руководит сейчас другой человек. Вы спросите, за всю «Единую Россию» не могу отвечать. А вообще, в принципе, я думаю, что это обращение будет изучено, и выводы будут из этого сделаны. Обязательно. В Институте права БЖГУ объявили сбор вещей для мобилизованных. Я посмотрел список, это почти что все. То есть там несколько десятков пунктов. То есть как бы там и экипировка, и одежда, и медикаменты, и все, в принципе. Как вам эта практика, что для мобилизованных собирают с миру по нитке? Вот практически они туда уходят голые почти? Ну, не совсем, но, к сожалению, вот практика такая сложилась, и это действительно так. Людям, значит, которые мобилизованы, всей семьей, всей округой собирают вещмешок. По вот моим прикидкам и общению с семьями мобилизованными, на это уходит от 20-30 тысяч в среднем. И это, ну, действительно те вещи, которые необходимы. Это личное постельное нательное белье, извиняюсь. Это какие-то необходимые дополнительные продукты. Это люди берут какие-то свои индивидуальные там берцы и вещмешок. То есть это действительно как бы каждый такой вещмешок формирует. При этом там, в воинской части, мы разговаривали с командиром воинской части, командиром полков, командиров батальонов, в том числе командирами ротами, те, которые наши ушли. Там им тоже выдают обмундирование, там тоже выдают им те же берцы, выдают все необходимое, но вот то, что потом дальше, вот, допустим, здесь в Крыму, вот ребята, которые с Саратовской области были, им выдали и каски, и бронежилеты. Просто вот это дополнительное, и на первую, как бы, вот покуда они едут, необходимо этот вещмешки, эти очень даже нужны. И, ну, я думаю, если эта инициатива в Институте права, она же не единственная, многие помогают, собирают. Это как дополнение. Это не должно заменять того, что военное ведомство, значит, они должны обеспечивать в дальнейшем всем необходимых наших ребят. Зачастую заменяет почему-то. К сожалению, такое есть. Господин Кириенко провозглашает народную войну, вы, наверное, видели его выступление, да, в которой буквально каждый должен внести свой вклад. Как вы на деле это видите? Ну, на деле это происходит фактически, мы не остаемся, следует призыву
Бодрова, да, который говорил, что в период, когда твоя армия борется с противником и врагом, мы не можем остаться в стороне и не можем не поддерживать. Соответственно, ну, я понимаю слова Сергея Владимировича так, что мы должны, Владимировича, по поводу народной войны, что мы должны все-таки поддерживать не только самих мобилизованных словом, но и делом, в том числе поддерживая семьи, прежде всего, этих ребят. Вот мы говорили, что в Нижегородской области, допустим, там работодатели принимают решение о том, что сохраняют среднюю заработную плату. Ну, то есть фактически они не просто работают за тех, кто ушел, да, они еще и выплачивают среднюю заработную плату. Многие предприятия находят такие средства. Это же вот поддержка, прежде всего, этих семей. Поэтому я думаю, что эти слова имеют в виду, как бы, что мы должны вносить свою лепту в тылу, помогая тем, кто остался здесь, и поддерживая тех, кто ушел, какой-то помощью. А в диалоге? А в диалоге? В идеологии сегодня фактически у нас 4 субъекта пришли к нам в результате референдума в состав Российской Федерации. И если сравнивать уровень жизни, ну, условно говоря, всех 85 субъектов и 4, которые зашли, они существенно разнятся. То есть как вот Крым, когда у нас заходил, он был там на 80-х местах, а сейчас он где-то уже в середке, да, за эти годы нахождения в России, то и здесь, и ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская область, они нуждаются в серьезной поддержке всей страны. Соответственно, я думаю, что и при принятии бюджета будут вложены средства на то, чтобы восстанавливать экономику. Ну и какое-то участие будет принимать каждый, кто захочет помочь тем людям, которые, скажем, там находятся сейчас там. Кто-то, может быть, туда поедет, переедет. Вчера вот к нам приезжала Наден Зинаида, это наш депутат ЛНР, на форум благосостояния дома, и мы как раз вот разговаривали о совместных каких-то проектах и совместной работе совместно с Народным советом ЛНР, с тем, чтобы действительно помочь интегрироваться в нашу общую российскую систему. Ну и вы знаете, мы помогаем Красному Лучу, вот здесь мы тоже будем помогать. Издание «Медуза», признанное иноагентом, сегодня публиковало статью, сообщило, что в вузах появится новый предмет, где будут изучать российскую идеологию. Ее суть в Кремле описали так: «Запад загнивает, а у нас большое будущее». И якобы в ближайшее время действительно появится официальная идеологическая дисциплина наук научного коммунизма, которую изучали когда-то в советское время. Вы как считаете, это правда? Все к этому идет? Я не слышал о такой инициативе. Вообще, те учебники, которые находились в школах Украины, они, конечно, рисуют вообще, особенно нашу историю, ну, скажем, мягко, очень превратно. То если говорить о каком-то все-таки обосновании, ну, допустим, истории новейшего времени, мы должны какую-то иметь идеологему или какую-то вообще какое-то объяснение, что это происходит. Будет ли это какой-то отдельный предмет, я не знаю, но в разделе «История новейшего времени» мы должны объяснять нашей молодежи, подрастающему поколению, что происходит. С моей точки зрения, сегодня ситуация, которая происходит, она действительно приводит к ухудшению экономической ситуации не только на Украине, не только в России, но и в странах западных демократий, где двузначная инфляция, как мы говорили, да, то, что действительно увеличилось там в 2-3 раза траты населения на содержание коммунальных услуг, и то, что это идет всем во вред, в этом, мне кажется, убеждены все
Поэтому будем надеяться, что... Запад загнивает все-таки. Да, нет, мне кажется, что это влияет на общую ситуацию, как я уже сказал, везде. Не могу не процитировать по этому поводу свежий пост Аббаса Галямова, это бывший чиновник из правительства Башкирии, вы его знаете. Смысл этой инициативы вовсе не в том, чтобы промыть мозги молодежи, я цитирую. С этим даже не справилась советская идеология. Главная задача продемонстрировать, что режим отступать не собирается. Он активен и шевелится. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, режим, если мы говорим про режим, кого он имеет в виду? Ну, видимо, он Украинский имеет или... российскую власть, видимо, называют таким образом. Если говорить о российской власти, то, мне кажется, она вполне работоспособна. Это демонстрирует и президент страны, и управленческая команда Ради Хабирова. Здесь в чем прав, может быть, Аббас, в том, что нам действительно нужно обосновывать, что происходит и ради чего ведется сегодняшняя борьба. Борьба ведется не просто теперь за жителей Донбасса, а борьба происходит, вот те слова, которые говорил Сергей Кириенко, за суверенитет России в целом. И сегодня мы должны понимать, что в этой борьбе нельзя проиграть, потому что если мы здесь не победим, то фактически станет вопрос по суверенитету в целом страны. А поэтому, еще раз подчеркиваю, идеологическое обоснование, оно необходимо. Вернемся в республику. Интересная вчерашняя новость. Житель Башкирии пожаловался Радио Хабирову на отказ включить патриотическую песню в кафе. Мужчина рассказывал свою историю в комментариях на странице Радио Хабирова. Якобы дело произошло в Октябрьском, где в одном из кафе он попросил администрацию поставить патриотическую песню для поддержки наших ребят в СВО. Получил отказ с ответом: можете жаловаться куда угодно. И здесь же вспоминается недавняя история с Кушнаренковским районом, Да. где на сельской ярмарке включили песню «Верки сердючки». Уж поправьте, она иноагент, не иноагент, я на всякий случай упомяну, да. И за это пострадал начальник отдела культуры. Мы скатились к доносам. Ну, это бытовые, все-таки, мне кажется, рядовые случаи. У каждого свои, я не знаю, там, музыкальные пристрастия. Сделать здесь какие-то широкомасштабные выводы из этого случая я бы не стал. Конечно, песни, которые, скажем, прославляют нацистский режим там, и того же Бендеру, наверное, не должны звучать, если, я не знаю, песню, которая в Кушнаренковском районе таковой является или нет. Но для этого есть соответствующие там, я не знаю, органы, которые контролируют в том числе здесь, наверное, эту политику. Говоря о частном случае в этом кафе, то надо разбираться вообще, какая там практика, есть ли там возможность заказывать какую-то музыку, или это просто какая-то прихоть товарища. Поставил бы себе наушники и слушал патриотическую песню. Здравая мысль, кстати. Да. Да. Вопрос от Альберта Рахматуллина, нашего постоянного слушателя. Вас спрашивают, сколько депутатов по мобилизации поехало на СВО? Ну, имеется в виду, видимо, Курултай. 25. 25 депутатов? Да, 24 депутата муниципального уровня. Ну и сейчас готовится один уже в процессе отправки, 2 депутата Государственного собрания. 2 депутата Госсобрания. Да. Напомните, кто это? Ну, давайте я не буду пока их фамилии озвучивать, а то у нас один член правительства еще не ушел, а уже его начинают все плевать, как говорится, в спину. Да кто же ему плюет? Позвольте, что вы говорите? во всяком случае, достаточно нелицеприятные комментарии звучат, и поэтому, когда вы их увидите в зоне боевых действий, тогда и, наверное, услышим об этой фамилии. То есть они прямо по повестке уходят? Или как добровольцы? Нет, они в качестве добровольцев. Добровольцы. Да. А вот из тех муниципальных депутатов сколько по повестке уходит? Там примерно 50-50. Точнее, даже треть по добровольцы и 2/3 как мобилизованные. А эти 2 из Курултая, они члены какой партии? Они члены разных партий. Разных В том партий. числе и «Единая Россия». Ну, хорошо, прямо интрига такая интересная. Также господин Рахматуллин спрашивает у вас, почему бы не создать добровольческий отряд из членов «Единой России»?
Я думаю, что это такой необходимости нету. Все-таки мы здесь, ну как, опять же, Сергей Кириенко, которого мы упоминаем все время, говорит, что это народная война. И членов партии, ну, я не знаю, там очень много. У меня нет цифр, я думаю, исполком об этом больше знает. Количество единороссов. Если мы формируем полки батальоны, точнее, по региональному признаку, ну, вы знаете, и в Чечне, и у нас, и в других вот регионах, то здесь формировать полки по партийному, мне кажется, излишне и неправильно. Все-таки это борьба народная. Ага. Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сказал, что «Единая Россия» не будет проводить новогодние корпоративы в этом году. А в Башкирии как? Единороссы будут? Да, мы вообще уже последние 2-3 года от этого отказались. Сначала была борьба с ковидом, теперь борьба, фактически война с неонацизмом. И я думаю, что в этот период проводить какие-то корпоративы было бы и неэтично, и неуместно. А когда у вас был последний корпоратив, вы можете напомнить? У нас в Госсобрании давно был. В «Единой России», когда я руководил, был в 2019 году, по-моему. Ну, скучно же будет. Еще один вопрос от Альберта Рахматуллина. Будет ли публичное обсуждение бюджета республики? Да, были общественные обсуждения, и, по-моему, очные даже обсуждения. Было общественное слушание по этому поводу. Те, кто хотел в них, могли участвовать. Сейчас мы готовимся к принятию в первом чтении законопроекта. Ну и, соответственно, было на 7, даже в 8 комитетах наших профильных Нет, имеется в комитетов. виду очное публичное обсуждение. Было общественное обсуждение, очное, по-моему, в сентябре. Я просто на нем не был, проводил его комитет по бюджету. Может, Рита это пропустили? Субханголова. Прямо вот в большом зале? Нет, не в большом зале, но проводили его в здании Госсобрания. Как-то, видимо, прошло мимо новостей. Ну или, видимо, повестка затмилась. Ну ладно, хорошо. ФК Уфа. Хочется затронуть эту тему. Республика входит в состав учредителей. Как вы считаете, нужен ли этот актив вообще республике? И насколько вы оцениваете результативность клуба? Я знаю, что вы сам футболист. Да, я в том числе возглавляю сейчас ночную футбольную лигу, где 14 команд вошли. Да и судьба ФК Уфа всегда была мне не безразлична. Я был и в наблюдательном совете, и сегодня постоянно хожу на игры. Конечно, результаты не могут вызвать удовлетворение. Недаром сейчас, насколько я знаю, руководство клуба рассматривает вопрос по замене главного тренера. То, что республика вошла формально, неформально она всегда участвовала в жизнедеятельности клуба и несла основную нагрузку, там более 80% несла именно республику финансовую по содержанию клуба. И только сегодня формально закрепила его тем, что в клубе появилось именно представительство в число учредителей, насколько я понимаю, представляет там номинально Руслан Хабибов, министр спорта. Это очень правильно. Ну, во-первых, это главный наш клуб. С момента его появления в республике в 2010 году к сегодняшнему дню число занимающихся спортом увеличилось, футболом имеется в виду, увеличилось более чем в 2 раза. Насколько я помню, было 30 тысяч, сейчас более 70 занимается футболом. И поддержка футбольного клуба, мне кажется, очень важна, тем более в сравнении с, ну, допустим, с Татарстаном, где бюджет, допустим, Рубина составляет там порядка 2 миллиардов, да, у нас, ну, сейчас может быть чуть меньше, у нас содержание клуба обходится, ну, раз в 5, в 6 меньше, значит, чем в соседних республиках, но при этом клуб все-таки позволяет всех вот ребят быть маяком, магнитировать их именно в этот футбольный клуб, мне кажется, очень важным. И я думаю, республика найдет возможность поддержать клуб с тем, чтобы, ну, во-первых, он не исчез, а во-вторых, чтобы, ну, в этом году, может быть, сделав какую-то перезагрузку, пойти дальше вверх.
Здесь я читаю комментарии с трансляции в YouTube. Один из них, господин Коклей, написал, я просто перефразирую, плохо сформулирован вопрос, но я так понимаю, что речь идет о иностранных игроках. Если республика входит в состав учредителей, как вы считаете, для легионеров какая будет политика? Все-таки они дорого стоят? Ну, не совсем. В этом надо разбираться. Я знаю, что Шамиль Камилович очень вот в этом плане хорошо разбирается. Он берет Зинченко на Украине с Шахтера, с молодежной команды за 100 тысяч, условно говоря, евро, и продает потом через 3 года его здесь выступление в Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити за 4, по-моему, миллиона евро. То есть 100 тысяч и 4. Там Лунева, который там во второй лиге где-то играл, ну это ладно, не отечественный, да, отечественный тоже также в «Зенит». Ну, очень просто тогда Зинченко был украинским, да, допустим, не нашим игроком. И таких вот примеров, где он находил игроков, скажем так, ну, тот же пример Урунова, он же его тоже взял за какие-то смешные очень средства. Потом был он перепродан в «Спартак», то есть он узбекский футболист, за большие суммы. Показывают, что можно найти достаточно качественных игроков за приемлемые цены. И не обязательно, значит, сегодня, значит, с учетом сегодняшней ситуации отказываться от иностранных футболистов. Пример Оренбурга, кстати, показывает, что, который сейчас где-то в середине нашей премьер-лиги находится, что они на рынке Латинской Америки нашли очень качественных футболистов, и последние, по-моему, 5 игр они не проигрывают. Поэтому это не говорит о том, что мир-то у нас там закрылся на 30 стран, может быть, да, недружественных. А еще 150 стран, они вполне, и многие там играют в футбол. Вы упомянули Зинченко, и тут сразу вспомнилась недавняя новость, когда провластные активисты требовали снять баннеры с забора стадиона, на который там был портрет Зинченко. То есть, как бы, такое себе. Ну, не знаю, это история клуба. Конечно, то, что сейчас он высказывается нелицеприятно в адрес России, не делает чести. Может быть, со временем это и будет сделано. Но вообще, когда он играл за наш клуб, он, ну, скажем так, играл и Он работал высказывался? достойно. Я тут что-то И не никогда не высказывался плохо не то, что о Башкортостане, о Башкирии, да, о Уфе. Он всегда высказывался очень лицеприятно, но и о стране, о России не было никогда. Но сейчас, когда он в той среде, ну, наверное, на него то давление, которое оказывается, для того, чтобы там оставаться, наверное, он что-то себе позволяет. Вопрос Лишнее. Радика Базаргулова, тоже из YouTube. Уважаемый Рустам Маратович, недавно ну, имеется в виду Госсобрание, был ликвидирован Конституционный суд нашей республики. А что будет с Конституцией нашей республики? Ну, с Конституцией ничего не будет. Мы уже, в принципе, провели основные изменения, которые привели в соответствие нашу Конституцию с российской обновленной Конституцией. Вместо конституционного вот этого органа будет Конституционный совет при правительстве, который будет во многом там вот вопросы соответствия Конституции в том числе контролировать. И Конституция сохраняется. Более того, праздник Конституции у нас сохраняется 24 декабря. Да? И самое главное, основные права граждан, жителей Республики Башкортостан, которые закреплены в Конституции Республики, сохраняются. Мы внесли дополнительно в Конституцию вот после событий в Куштау, чтобы все природные, значит, объекты, наиболее важные, такие как в том числе Шиханы, там Янгантау, там наши основные Аслыкуль, Кандыркуль были внесены в
в Конституцию и не могли быть отчуждены в частную собственность. То есть речь об отмене Конституции не идет. Не идет. Не идет. А вот совет, кстати, на заседании тоже господин Рябов из ЛДПР поднимал вопрос, может быть, вообще обойтись без совета. Тем более неизвестно, во сколько все это будет еще его финансирование нам обойдется. Это очень небольшие расходы, значительно меньше, чем вот сегодня. Сумму можете назвать? Не могу, опять при принятии бюджета этот вопрос будут Минфин представлять, но когда мы обсуждали этот вопрос на комитете, предварительно на, по-моему, комитете по бюджету, было сказано, что это, или на президиуме, точнее, мы это рассматривали, что это очень незначительные средства, и я думаю, что вопрос содержания совершенно незначительный. Был один такой комментарий, что якобы ведь функции совета, а совет это не суд все-таки, может взять тот же самый профильный комитет по государственному строительству, допустим. Там тоже сидят юристы, тоже как бы понимают в этом деле. В том варианте Конституции, который был принят, предусматривается именно Конституционный совет, насколько я понимаю. Поэтому... Не, как теоретическая возможность просто. Дальше для экономии. Поживем, увидим. Поживем, увидим. Ну, хорошо сказали. На этом поставим точку. Спасибо большое, что пришли. Дорогие друзья, мы с вами увидимся завтра. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо.